Перед обрезанием, являющимся обычаем для монотеистических религий, для 80 сирот уйгуров, прибывших в Турцию, было организовано мероприятие. Были подняты флаги Турции и Восточного Туркестана для привития детям братского духа и солидарности. Спонсором мероприятия, организованного общественными объединениями уйгуров, выступило медийное агентство Гюнмедиа. В китайских лагерях продолжают изымать органы уйгуров и казахов. По сообщениям информационного агентства «Казак Хабар», прежде чем заключить в лагерь, у одного молодого казаха взяли анализы крови. По прошествии нескольких дней его передали родным в тяжелом состоянии. Позже выяснилось, что у него были изъяты внутренние органы. Исламский совет Малайзии осудил Абдуракипа Турнияза за ложный доклад о положении мусульман Восточного Туркестана. Ранее на пресс-конференции в посольстве Китая в Малайзии Турнияз заявил, что в Восточном Туркестане нет никаких репрессий. По его словам, Коммунистическая партия Китая ведет борьбу с радикализмом. Однако глава Исламского совета Малайзии Мохд Азми Абдульхамид опроверг заявление Турнияза и сказал, что китайский представитель откровенно лжет. Азми подчеркнул, что большинство уйгуров попадают в лагеря без суда и следствия. Министр иностранных дел США Майк Помпео опроверг сообщение о том, что Дональд Трамп при посредничестве Омана сообщил Ирану о готовности к переговорам. Помпео упомянул агентство Reuters, которое распространило данную информацию, ссылаясь на высокопоставленных чиновников Ирана, и сделал следующее заявление. Президент США не делал ничего подобного. Мы открыто объявили о своей позиции, и когда наступит время, мы немедленно приступим к действиям. Правительство Эфиопии сообщило, что главнокомандующий армией Сир Мипконен был убит со стороны своей охраны. В Амхаре солдаты напали на здание, в котором проходила встреча региональных чиновников, и убило несколько высокопоставленных военных. По словам пресс-секретаря премьер-министра, региональный губернатор и как минимум 2 других чиновника были среди жертв этого нападения. Правительство Эфиопии предотвратило попытку государственного переворота, сказал в воскресенье премьер-министр Эфиопии.